Будь хотя бы на 5 минут слабой женщиной. Я не знаю, что такое слабая женщина. По мне, единственная слабость у сильной женщины – это может быть неумение положиться на мужчину. Может быть, мне так хребет еще не обламывал никто, не знаю. Но вы тот человек, который говорите открыто о минусах, но в то же время из-за этих минусов остаетесь. Вот смотрите, объяснять никому ничего не буду, потому что нафига и мое мнение. Фируза, вы, пожалуй, первая гостья проекта «В чем сила сестра», который очень разносторонняя. Вы руководитель очень успешной консалтинговой компании «Идея». Вы также активно занимаетесь менторингом для предпринимателей, ведете свою авторскую программу на радио, а еще запускаете периодические проекты для личностного роста женщин в Таджикистане. Это тот объем работы, с которым, если честно, не каждый может справиться, и создается такое впечатление, что вы вообще не знаете, что такое усталость. В связи с этим у меня появляется вопрос, откуда столько сил у вас, и бывало ли, что вот вам говорили, будь хотя бы на 5 минут слабой женщиной? Первое, я не знаю, насколько наша компания очень успешна, потому что для меня вот этот индикатор, эта шкала успешности, она вообще отсутствует. Она по жизни отсутствует. То есть мне никогда не хотелось быть отличницей, когда я училась в школе. Мне никогда не хотелось быть какой-то первой в чем-то, кому-то что-то доказывать. Теперь вторая махпора, составляющая из вашего вопроса, что я увидела. Много разных проектов. Мне кажется, ничто не убивает человеческую энергию, неважно, ты мужчина или женщина, как однообразие. Я помню свое состояние, когда мы создавали филиал МГУ в Таджикистане, я была к этому причастна, к созданию филиала, самым прямым образом. Во-первых, я тогда руководила, была заместителем директора по подготовительным курсам, и мы запускали МГУ, когда еще здания у МГУ не было. Когда нам выдали здание, директор филиала МГУ Хайдар Адинаевич Адинаев увидел во мне, наверное, потенциал организатора и попросил меня выехать в Китай. Мне нужно было закупить вплоть до лаборатории химии и физики для филиала МГУ в Душанбе. Мебель, фурнитуру. Вот если я сейчас зайду в филиал, и мне завяжут глаза, я нащупаю каждый гвоздик, где он как прибит и вообще где он был приобретен. Мы филиал открыли, под курсы работали уже 3-й год, и я стала спать на работе. То есть я не ложилась спать, мой мозг спал, он отказывался работать. Почему? И тогда я встала и ушла, потому что я поняла, что все, что я могла создать, я создала. Дальше мне это не интересно. Это однообразие. Я понимаю, что в ВУЗе не может быть однообразия, там все время какая-то... Это же работа со студентами, но тем не менее. Все, что я могла, я уже на тот момент сделала. Что-то еще организовать, рамки студенческой, вузовской жизни, они не позволяют фонтанировать. И поэтому в идее... Мне кажется, это только 10% то, что мы делаем, что можно делать. Можно делать намного больше, и мы к этому идем. И, наконец, ваш вопрос, это третья составляющая для меня оказалась в вашем вопросе. Побудь слабой женщиной. Я не знаю, что такое сильное, что такое слабое. В моей жизни есть женщины, соседи, родственники, сестры, тети, дочь. И я могу сказать, что я не знаю, что такое слабая женщина. Если даже я сейчас буду говорить не про себя. Если женщина осмеливается родить ребенка... Она уже априори сильная. Первого, ладно, потому что мы не знаем, что такое первый. Но мы рожаем второго ребенка, мы рожаем третьего. И мало того, мы во время схваток, вот я сейчас лично о себе говорю и о тех женщинах, которых я знаю, мы говорим же, что я больше никогда в жизни не пойду на этот шаг ради второго ребенка. Но мы только рожаем, мы видим, у нас первое знакомство с этим самым родным человеком на свете. Мы испытываем эту эйфорию и всю гамму чувств, которая дана только женщине. И говорим, я хочу еще ребенка. И мы забываем эту боль. Поэтому я не знаю, что такое слабая женщина. Смотря на судьбы многих женщин, я понимаю, что вообще нельзя назвать, что она слабая.
Она где-то стиснула зубы, она где-то выдержала, она где-то переступила через свою гордость, она где-то склонила голову, она где-то, как правило, идет первая на «прости», «я больше не буду», «не уходи», «я люблю тебя». Это все сила. Фируза Насырова, учредитель успешной консалтинговой компании «Идея». Бизнес-тренер в области коммуникации. Проводит тренинги по клиентоориентированности и управлению персоналом. Является автором крупного международного форума «Я», где ежегодно для обсуждения актуальных проблем общества и повышения роли женщин в стране собираются сотни активисток со всех уголков Таджикистана. Практически все ваши проекты, так или иначе, они связаны с женщинами. Но для меня лично самое трогательное оказалось вот это другая «Я», в котором женщины с сильнейшими моральными и физическими травмами учатся заново любить жизнь, учатся заново быть счастливой. И расскажите, что вас все-таки побудило запустить этот проект, потому что этот проект все-таки несет в себе какой-то социально-психологический аспект, нежели больше предпринимательства. Там, меньше предпринимательства. Там вообще никакого бизнеса. Нету, да. Там, с одной стороны, только бизнес, это партнеры. Да, а в основном он все-таки социально-психологический проект. Все это проект про жизнь. Правда. У моего близкого друга, подруги, внезапно умирает муж. Вот совсем внезапно, за какие-то доли секунды, и она в буквальном смысле сходит с ума. Проходит на тот момент, наверное, я не помню, года 2-3 после его смерти, она в себя не приходит. Она бизнес продала, она из дома не выходит, она с больничных коек не вылазит. Я понимаю, что мои инструменты уже закончились. То есть прийти, выслушать, вытереть ей слезы, побыть просто рядом, помолчать, не критиковать. Все, инструменты закончились, теперь поможет только трудотерапия. Я прихожу к ней вечером, сажусь пить чай и говорю, мне нужна помощь. У нас сейчас вот такой-то форум готовится, мне нужно, чтобы ты объездила женщин, сфотографировала вместе с фотографом Володей Умаров. Она говорит, подожди, я вообще в этом ничего не понимаю. Я говорю, а мне больше некому обратиться. Я на нее потихоньку начинаю все больше и больше, не вешать, но передавать ей обязанности, по этому форуму. Она все больше и больше вовлекается. И причем, когда она мне звонит, говорит, я не знаю, как делать, я говорю, у меня нет времени. Кладу трубку. Форум готов. Через 2 дня форум, у нее рождается первый внук и умирает. Здесь она от одной травмы не отошла, у нее 2-я травма, и причем для нее внук это был как спасательный круг. Она его ждала, полагая, что он вытеснит эту боль из ее души. Через 2 дня форума она мне звонит рано утром, буквально 5 утра, я еще в постели, и говорит, рев, уже не нужно было ничего ей говорить, он говорит, мы потеряли внука. Я говорю, я приеду попозже. Я кладу трубку, она мне перезванивает и говорит, я не смогу дальше дела сделать по форуму. Я говорю, я приеду позже, но форум не должен пострадать из-за того, что у тебя что-то произошло. Да, жестко. Семья тогда мне сказала, это жестко. Но я понимала, что на тот момент мы не можем я не могу поступить по-другому. Мы бы, конечно, доделали ее работу. В принципе, она была сделана через 2 дня форум. Но оставив человека опять наедине со своим горем, это была бы хуже утопия, той утопии, из которой мы ее на тот момент вытягивали. И я ее приглашаю в конце форума на сцену. Она не хочет, конечно, выходить. Я говорю, если ты сейчас не выйдешь на сцену, вот 300 женщин сидят. Я говорю, если ты не выйдешь на сцену, ты можешь просто уходить. Почему вы так сделали? Нужно было перейти какой-то барьер ей, увидеть женщин, которые пришли на форум, к которому она сопричастна. Это ее зарядит, и она сможет идти дальше. Проходит форум, она обнимает, целует, плачет и говорит спасибо. И говорит такую фразу, а теперь я не знаю, как жить без форума. Вот форум закончился, мне нужно уезжать в Худжан в командировку, а я же понимаю, что я ее в команду не могу взять, потому что у меня для нее проектов нет, а оставить тоже не могу, потому что дальше гибель пойдет. И мне нужно что-то придумать для своего друга. Я говорю, напиши мне, из чего состоит, вот свои мысли, из чего состоит женщина. А она у нас не мастер слова. Она не любит писать.
Она мне звонит и говорит, можно я тебе на WhatsApp скину рисунок, где вот мне пришлось, из чего состоит женщина. И у меня есть этот рисунок в телефоне, она рисует женщину, не замысловатую, авторучкой на простом тетрадном, по-моему, в клеточку листочке, и пишет печень, почки и так далее, и большое сердце. Чувство, не сердце. То есть все органы, а здесь чувство. Она говорит, мне кажется, женщина из этого состоит, вся из чувств. И тогда мне приходит в голову чувство. Это же ведь может стать проектом. И я ей полностью его отдаю. А она на тот момент была еще после смерти мужа на психотропных препаратах. Это смерть. Если это долго, это смерть, это зависимость, это наркозависимость. Самая настоящая наркозависимость. Проходит ровно месяц, нет, 1,5. Было начало мая. Она приходит на работу и говорит, вы себе не представляете, но я бросила психотропные. Я буду пытаться заново жить. И вот этот проект, он воскресил, в первую очередь для меня была эгоистичная цель воскресить своего друга. И я честно говорю, а потом уже я думала о других женщинах. Я понимала, что в ней столько любви накопилось от мужа, и столько еще любви, которую она не дала ему, что теперь пора любовь ее передавать женщинам, которые кто-то никогда не видел, кто-то потерял, кто-то не верит в нее, кто-то разочаровался в ней. И начали лепить новую историю под названием Тахмина Шерматова. А она, в свою очередь, транслировала это в проект «Другая я». Помню, год назад вы говорили, что в новом сезоне хотите уже привлечь сильных женщин. И тогда отметили, что чем сильнее броня у женщины, тем слабее она внутри. По мне, единственная слабость у сильной женщины – это может быть неумение положиться на мужчину. Вот единственная, по мне, слабость сильной женщины. Что вы думаете по этому? А я тогда так сказала, да? Да, вы так сказали. Человеку, оказывается, свойственно менять свои мысли, и это норма. Я раньше думала, что это не норма, оказывается, норма. Мы тогда действительно взяли сильных женщин для всего социума. Это была Зулайха Усманова, философ, профессор, Зарина Шодиева, кандидат наук экономических, и Сабуат Мирзоева, которая сейчас в Accelerate Prosperity. На тот момент она заведовала коворкингом, первым коворкингом. А в нашем сезоне Сабуат выходит замуж, после нашего сезона. А Зулайхо выходит на сцену, исполнять ее мечта с группой «Шамс» петь. Да, вот прямо ее мечта. Вы представляете, на концерте, на отчетном годовом концерте она поет с Набувар Чануровым. А Зарина Шодиева при всех на закрытии прочитала стих о том, что каждой сильной женщине нужен мужчина, и заплакала. Я сейчас фактами говорю. Поэтому вот пусть даже в социальных сетях или в социуме, да, все так хорошо, везде с улыбкой. А сезон показал, что у каждой есть свое уязвимое место. Так ваша слабость в чем? Моя слабость в чем? У меня много слабостей. Например? Я кофе люблю. Это слабость? Не знаю. Но если его нет, то это я становлюсь уязвимой, да. Моя слабость в чем? Я очень чувствительный человек. И бороться с этим никак не хочу. То есть я заплакать могу очень просто. Ответственность, знаете, моя слабость, наверное, это гиперответственность. Я со словом эгоистка познакомилась впервые в детстве. Я не помню, на какой-то мой проступок, наверное, на тот момент, я услышала от родного человека: «Ты эгоистка». Я не знала, что это такое, но мне понравилось это слово. Я пошла к соседке. А соседка у меня была взрослая девушка, еще не замужем, учитель немецкого языка, Ирина Викторовна. Я пришла к ней и говорю: тетя Ира, что такое эгоистка? Она говорит: это человек, который никогда не думает об обществе, он всегда думает только про собственные интересы. То есть вот ты хочешь пить, и рядом мама, которая хочет пить, ты сначала сама выпьешь, а про маму даже не подумаешь. Боже мой. И я тогда просто помню до сих пор состояние, вот здесь комок,
И я врываюсь домой и плачу, говорю, я не эгоистка, я не эгоистка. Вот мне кажется, в тот момент какой-то щелчок, что ли, произошел, и мне всегда вот не выслужиться, но чтобы всем было хорошо. И поэтому вот эта вот высокая ответственность за все и за всех, это Ваша слабость. это правда слабость. Фируза, говорят, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. А за каждой сильной женщиной, ну, скорее всего, сильная семья, сильные родители. И у вас семья тоже очень непростая. Вы внучка Турсуна Ульджабаева, экс-главы Таджикистана в советское время. Также вы дочка Манзура Ульджабаевой, известного художника по костюмам в кино, и племянница Матлюбы Ульджабаевой, председателя Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса в Таджикистане. Сильная семья, конечно, хорошо, но ваша тетя как-то проговорилась, то, что слава ее отца выработала в ней определенные комплексы, и она всегда боялась сделать что-то не так. Отсюда вопрос. Авторитет ваших родителей как-то не давил на вас? Нет, не давил. Но если вот Матлюба Турсуновна, это, наверное, какое-то интервью, да, было с Матлюбой Турсуновной, Да. где она так сказала. А дети и внуки – это ведь разные немножечко вещи, да, поэтому для них вот отец – это был отец, а для нас это был дедушка. Я с ними выросла, и для меня мнение, вернее, даже не мнение, а вот голос дедушки, он со мной. И это вектор, который они задали, и ты не то, что несешь это бремя, нет, ни в коем случае, а ты понимаешь, что ты на другой фамилии, что люди, вот я сейчас, например, удивлена, что вы знаете так хорошо, да, то есть подготовились ко встрече. Я пытаюсь не говорить в каких-то кругах, что я внучка Ульджабаева, что я с ними росла, потому что дедушка с бабушкой воспитали, мне кажется, в каждых из нас, и в первую очередь в своих детях. Вы ответственность несете за свою жизнь. Я когда-то что-то сделал, но вы должны делать свою жизнь дальше. И ссылка на я там внучка Ульджабаева или я дочка Ульджабаева, и поэтому вот мы вообще стараемся в семье, мы гордимся этим, но ни в коем случае Не подчеркивайте. не подчеркиваем. А каким дедушка был в семье просто? Центр вселенной. Это как? Вот просто центр вселенной. Утро просыпалась, и дед меня будил. У меня есть его белая чашка. Вот в этой белой чашке он собирал малину и будил меня. Он меня никогда не, ну, редко называл Фирузик, а обычно он меня называл Хурузик. Это вот, да, вот Хурузик. И вот он подойдет, Хурузик, вставай. Я говорю, нет. Он говорит, ладно, ротик открой. Значит, я рот открываю. Одна малинка, вторая малинка. Но здесь уже все. Ты встаешь, чтобы эта малина никому не досталась. Вот такой он был. А в буквальном смысле он меня растил и на какой-то период заменил папу. Потому что мама с папой, они разошлись, когда мне было всего лишь 2 годика. И это человек, который, как мне всегда казалось, вот он же понимал, что папы нет рядом, да? Да. И что он может функцию, сейчас заплачу, функцию больше, чем дедушке дать. Да. И он это делал. А вы сама какая мама? Просто я где-то читала, кажется, у вас в Фейсбуке на страничке, что вы себя считаете не совсем хорошей мамой. Я себя считаю не совсем правильной мамой. Вот так. Вот, да. Я когда-то была очень правильной мамой. У меня любимый фильм был очень долгое время, и один из любимых, который остается до сих пор, это «Мэри Поппинс». И мне казалось вот в подростковом возрасте и даже в детстве, что я когда вырасту, буду такой мамой. Я была такой мамой какое-то время, то есть это теплое молочко в постель, это отбой в правильное время, это у детей активный отдых, если отдых, то активный, то есть вот все очень правильно. А я же свободолюбивый человек, я сама себя в такие рамки вогнала, что у меня начали просто, я стрессовать начала, у меня. А стресс это что? Это срывы. И эти срывы были на ком? На тех же самых детях. И в какой-то момент я поняла, что я не хочу вот этого всего.
Ну, то есть Мэри Поппинс молоко можно теплое в постели все вместе пить. Ложиться можно, спать не обязательно в 9 часов вечера. Зачем после спокойной... Вообще, зачем? Кто придумал, что ребенок должен ложиться после спокойной ночи малыша? Ну, кто это придумал? Ну вот в советское время было принято. Кто это придумал? То есть ребенок сказал, я хочу спать, и все, и мы расходимся, каждый по своим комнатам и ложимся спать. А если ребенок захотел спать, я не знаю, в час ночи? Ну, у нас такое бывает. До этого времени ребенок захотел со мной поболтать. И пьем чай, болтаем в постели, читаем вместе. Ну, то есть, пожалуйста, все по желанию. Поэтому я, наверное, не совсем правильная мама. Знаю точно, что в шаблоны мамы и родителей... Общепринятых норм. Общепринятых норм я, наверное, не укладываю. Расскажите о детях. Ой. Ой. Это мое все. Наверное, мы смогли воспитать с мужем друзей. Это наши друзья. Мне нравится Толстой, как-то сказал в своем, не помню каком произведении, мы воспитываем детей не тогда, когда мы их воспитываем, а когда мы честно проживаем свою жизнь, а дети за нами наблюдают. А чем они занимаются? Они удивительным образом, не знаю, переняли ли они гены это со стороны моей и со стороны супруга, или это в них самих что-то там проснулось. Они оба у меня занимаются кухней. А у меня папа изумительно готовил. Изумительно. И какое-то время он даже работал в этой индустрии. И свекровь изумительно готовила. Поэтому не знаю, может быть, но папа у меня прям это обожал делать. То есть у него на уровне это искусство. Чуть ли не искусство было. Давайте теперь вернемся к теме бизнеса. Давай. У нас недавно была в гостях предприниматель Мискола Абдуллаева, вы, наверное, ее знаете, Конечно. которая рассказывала нам о том, как все-таки сложно вести бизнес в Таджикистане. Ей, например, пришлось закрыть свой хостел из-за некоторых недобросовестных, так скажем, работников на государство. Это были сотрудники горсвета, там, налоговая, пожарная служба и так далее, которые буквально не давали ей жить. А вы у нас все-таки, так как эксперт именно в этой части, который учит, как правильно вести бизнес, можете ли вы нам сказать, с учетом реалий Таджикистана, какие советы применимы, чтобы можно было как бы наладить хорошее взаимоотношение и с этими проверяющими органами, и в то же время вести успешный бизнес и процветать? Не только Мискола. Наверное, большая часть аудитории, вообще постсоветского пространства скажут, что бизнес тяжело вести. Потому что у нас законодательство в области предпринимательства, оно еще не настолько совершенно. В России то же самое. А в Казахстане легче. Почему? Потому что налоговое бремя там намного легче. И есть большие льготы. То есть для женского бизнеса, для строительного бизнеса, если у нас вот только для ремесленников, то там на целый спектр услуг распространяется. И тем не менее. Если исходить, вот моя личная позиция, точка зрения и опыт, это вот без всякой философии, это чистый опыт. Компания «Идея» будет в этом году, в июне 5 июня 7 лет. Мы прошли не одну налоговую проверку, мы прошли не через одни, перешагнули барьеры, не один у нас был разговор с государственными ведомствами, но тем не менее есть опыт, который говорит, не хочешь заниматься предпринимательской деятельностью, не хочешь, чтобы у тебя голова болела, не лезь туда. Готов, значит, готовься к тому, что будут свои сложности. Зачем мы идем в бизнес? Но по большей части, вот мой опыт работы с предпринимателями показывает, что люди идут в бизнес, чтобы заработать. И у меня есть друзья, которые очень крутые в бизнесе. Но прям очень крутые. Это люди, которые инвестируют свои деньги безвозмездно. Это безвозмездная инвестиция, инвестиции в будущее твоей страны. Они строят школы в отдаленных районах и проводят там теплые полы,
строят фитнес-спортивные залы просто в средней школе, оснащают самой последней модификацией техникой, ну, то есть это компьютерный класс и так далее. И вот исходя из таких историй, я понимаю, что когда люди пришли в бизнес за исполнение своей мечты, они достигают намного больших результатов. Когда-то я проработала в «Газпроме» практически 8 лет. Это система «Газпромнефти» Таджикистан, Казахстан, Россия. А меня там сулила большая карьера. То есть меня приглашали в дирекцию переехать. Дирекция сначала находилась в Москве, потом она находилась в Санкт-Петербурге. И меня приглашали туда переехать, в дирекцию, которая управляет всеми сбытами, занять достаточно хорошую позицию. И я не уехала, но у меня на это свои причины. Я не люблю слово «патриот», но тем не менее не представляю, как проснуться, и я не среди... И не оказаться в Таджикистане. Не оказаться в Таджикистане. Но что было бы, если бы я осталась в «Газпроме»? Вчера я просто представила, сказала, нет, я не променяю ни на что на данном этапе. Может быть, завтра это кажется что-то другое, но на данном этапе исполнение своей мечты, за которой я пошла, и за мной пошли люди, и теперь они не за мной, а рядом, это команда, и мы все в одной шеренге, и мы строим какой-то свой мир, мы делаем что-то, что, может быть, не сегодня, а завтра повлияет на кого-то, на чьи-то жизни. И ко всем сложностям готова. Может быть, мне так хребет еще не обламывал никто, не знаю. Вот вы до этого сказали, что вы не любите слово «патриот», но я все-таки вас нашла патриоткой, потому что я слышала многих, которые говорят о минусах в стране и о том, почему из-за этих минусов следовало бы покинуть страну. Но вы тот человек, который говорите открыто о минусах, но в то же время из-за этих минусов остаетесь. Можете ли вы сейчас объяснить людям, которые собираются уехать или которые уже уехали, почему все-таки следовало бы остаться в Таджикистане, но не давя на их чувство любви к родине, потому что любить, по мне, так можно и издалека. Вот смотрите, объяснять никому ничего не буду, потому что нафига им мое мнение? Кто я такая для них? Да? Свое видение. Да, да, это я сейчас не вам так отвечаю, да, нафига. Я вообще говорю, про себя говорю, кто я для людей? Хочется уезжать, уезжайте. Может быть, действительно, где-то сердце человека в другом месте, мы не можем понять. Может быть, реально он чувствует себя здесь чужим. Но в любой стране. Может быть, он еще не нашел свое место, да. Ведь ищущий – это же хорошо. Другое дело для меня, когда человек сбегает, думая, что где-то лучше. Я в России прожила достаточно времени. Я по России поездила по всей, ну пусть не по всей, но на Кузбассе. Вот вы знаете, где Кузбасс? Очень далеко, наверное. А я там жила в степи, работала и ездила на газике, на УАЗике на работу с этой степи заснеженной. А это, по-моему, ноябрь месяц, и снег 4 метра, и ты с каким-то дядей Ваней в ушанке едешь на работу. Со степи в город Кемерово. То есть поездила. И в Туркмении жили мы, и школу я там заканчивала в городе Ашхабад. И в Казахстане поработала, и в Америке была, и в Болгарии была. То есть много где была. И что? И везде ведь, куда вы ни приедете, человеческая сущность, она везде одинаковая. Ей чего-то хорошо, а чего-то ей плохо. Просто есть те вещи, которые они в тебе глубоко. Дедушка, бабушка, сейчас это Бохтар называется, это Курган-Тюбинская область, Ильичевский район, 24-й партсъезд. Вот я говорю, я кишлачная. Я выросла в кишлаке. Я обожаю есть руками. Вот просто люблю. Я куртоп люблю. Я деревянные тарелки обожаю. Я выросла среди этих деревянных тарелок. Это просто Таджикистан, это родина, она где-то глубоко внутри. И все. Это не патриотизм, наверное. Это просто не можем же без воды жить. Да? Потому что мы состоим на 90% из воды. Я пока не могу жить без Таджикистана и не собираюсь себя отучивать от этой привычки. Потому что на 90% я состою из Таджикистана. Вот и все. Так, наш традиционный вопрос: в чем ваша сила?
Моя сила – это люди. И я не отказываюсь от этих слов. Сила – это жизнь, сила – это люди. Вот проснулся, и тебя ребенок подошел, поцеловал. Ты здесь сыну позвонил. А здесь с супругом переговорил. Здесь маме позвонил, мы с ней в одном подъезде живем. А пусть не... Или она у меня хулиганка, пьет кофе, смотря в окно, и свистит. Ну, как свистит? Вот я выхожу, она видит, значит, она свистит. А я не начинаю нервничать, потому что я на каблуках, и надо в этот момент повернуться, а она все продолжает свистеть. Нужно повернуться, и я ей обычно так говорю: мам, сейчас, подождите, я дойду, вот, чтобы развернуться было удобно. Потому что иначе, да, я неуклюжая, я могу упасть на ровном месте. Вот она свистнула, сила. Ну, где такая мама, которая свистит дочери, да? Вот и еще свистит же по-хулигански, как будто бы тебе там парень какой-то 20-летний так там за тобой. Приехал на работу, там люди, они тебя ждут, они в тебя верят, они тебе верят. Они за тобой когда-то пошли и встали рядышком. И это твои плечи, это твои руки, это твои глаза, это твое сердце.